Система здравоохранения Воркуты поменяется кардинально. Изменения будут заметны уже через пару лет. Об этом рассказали на первом междисциплинарном арктическом медицинском форуме «Северное сияние». Там же поднимались вопросы как ремонта действующих учреждений, так и строительства новых. Какие масштабные стройки планируются в Коми в области медицины, знает Анна Зубарева. Такого еще не было. Арктический медицинский форум, полсотни участников, 16 докладчиков, лекторы из Москвы и Санкт-Петербурга. В эти минуты, по сути, формируется программа развития здравоохранения. Причем не только Воркуты, но и всех арктических территорий – Печоры, Инты, Усинска и даже Ненецкого автономного округа. В зависимости от того, насколько успешно пройдет эта конференция, настолько успешно будет наше дальнейшее развитие по организации помощи населению, прежде всего пациентам с острым коронарным синдромом, пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, с ишемическими инсультами. Последняя тема является крайне важной, крайне актуальной, поскольку обеспечивает максимальную долю летальности и инвалидизации населения. Реаниматологи, неврологи, кардиологи, терапевты. Форум собрал всех вместе, чтобы специалисты могли поделиться опытом, определить проблемы и возможности выхода из ситуации. Здесь правильно говорят, врачи должны оказывать помощь одинаково хорошо, независимо от того, где живет пациент – в столице или в Воркуте. Видим поддержку со стороны Министерства здравоохранения Республики Коми и интерес к нашей территории в масштабах республики. В любом случае, первые эффекты мы получим к 2023-2025 году, но система здравоохранения города изменится кардинальным образом. Уже сейчас возможности воркутинской больницы позволяют оказывать помощь населению на самом высоком уровне. Не побоимся сказать, на уровне мировых стандартов. В учреждении есть высокотехнологичное оборудование, которое позволяет проводить самые серьезные операции. И в такое сложное ковидное время учреждение тоже справляется. Все очень достойно, также на уровне, так же, как и оказываем мы в республиканской инфекционной больнице. Все препараты, необходимые для помощи, есть, развернуты дополнительные койки для того, чтобы не отказывать в госпитализации всем нуждающимся. Наличие коек более чем достаточно и препаратов более чем достаточно. Высокопрофессиональные специалисты, современное оборудование, но, безусловно, есть куда расти. Так, в рамках форума правительство Коми встретилось с потенциальными инвесторами по поводу строительства арктического медицинского кластера. Он станет новым витком развития не только медицины, но и самого заполярного города. Что можно еще сделать для здравоохранения Коми? Игорь Дягилев, исполняющий обязанности регионального министра, все предложения брал на карандаш. Как сам признался, исписал 5 страниц за время конференции. Изменение маршрутизации, сделать сосудистый центр для приема ковидных пациентов и просто чистый сосудистый центр. Лекарственное обеспечение, антикоагулянты выдавать, если пациент переболел ковидом, давать препараты ему сразу из стационара. Антикоагулянты, которые профилактируют развитие тромбозов. Мы знаем, что при ковиде большой риск тромбозов, и поэтому это риск повторных инфарктов и инсультов. А если мы будем сразу выдавать препараты, о чем коллеги говорили, важно. То есть вот таких моментов масса, которые мы можем начать уже применять буквально завтра. Проводить форум каждые 2 года, не реже, планирует Министерство здравоохранения. И не только в Воркуте, в каждом городе, еще и с участием студентов, чтобы они сразу определялись, где будут работать, и знакомились с будущими коллегами. Другая, основная задача встречи, конечно, решение насущных проблем. Сейчас это кадровый голод, ремонт действующих учреждений, строительство новых, например, инфекционного стационара на 1000 коек, перинатального центра и большой республиканской реабилитации. Анна Зубарева, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.